Поставить свою подпись пришел пенсионер Василий Волосников. В 90-м году он, как и большинство жителей Латвии, поддержал идею независимости. Мы голосовали в распад Советского Союза. И это все поддерживали как один народ. Все. И мне отказали. После восстановления независимости Латвия не согласилась на так называемый нулевой вариант – предоставление гражданства всем, кто на тот момент проживал на территории страны. Поэтому тогда около трети жителей, в основном русскоязычные, переселившиеся в Латвию в годы советской власти, оказались перед выбором – процедурой натурализации или получением статуса негражданина. Латвийские неграждане являются частью Латвии. Латвийское государство их признает и защищает как их самих, так и их права. Так что нельзя сказать, что это люди без статуса. Однако неграждане не могут работать в государственных учреждениях и участвовать в выборах. Инициаторы петиции Андрей Мамыкин и Татьяна Жданок считают такую ситуацию неприемлемой. Европейские директивы обязуют государство предоставлять всем гражданам-членам Европейского Союза, независимо от того, в какой из стран Европейского Союза они проживают, право участвовать в месте проживания в выборах. Мы хотим, чтобы это право было распространено на неграждан. Но европейские директивы распространяются на граждан Евросоюза, поэтому ссылка на эти положения некорректна. Получается, что единственное решение – это все-таки пройти процедуру натурализации и стать полноценным гражданином. Для этого нужно сдать экзамен по латышскому языку и истории Латвии и принять присягу на верность Латвийской Республике. Незнание государственного языка – это одна из основных причин, которая удерживает людей, особенно старшего поколения, от получения гражданства. Есть некоторая идеологическая составляющая, не станем этого отрицать, это люди, которые все-таки чувствуют, что да, это гражданство вам полагается просто так, потому что мы здесь родились в советское время. После вступления Латвии в Европейский Союз процесс натурализации ускорился. Но для тех, кто поддерживает тесные связи с Россией, статус негражданина в какой-то мере даже выгоден. В отличие от граждан Латвии, неграждане могут ездить без визы не только в страны Европы, но и в Россию. Европарламент не может влиять на внутреннее законодательство отдельных стран. Решение вопросов, связанных с гражданством и выборами, суверенное право каждого государства. Анна Трудолюбова, «Настоящее время», Рига.